Закрыть производственную практику или получить повышенную стипендию. У студентов, желающих стать волонтерами переписи, цели разные. Но это не про Беслана Атигова. Он волонтер со стажем. Заявку на участие во всероссийской переписи подал еще летом. Говорит, что хочет быть полезным обществу. Мне всегда было интересно принимать участие в разных акциях, разных мероприятиях, и поэтому я решил принять в этом участие, взять хотя бы немного пользы для себя и опыта. Волонтерский корпус объединит 25 тысяч человек из 85 регионов страны, из которых 72 волонтера придется на Ингушетию, хотя заявок для участия в переписи уже намного больше. Добровольцы будут информировать людей в МФЦ, рассказывать, как и куда предоставлять данные о переписи и почему это важно. У нас сейчас предстоит обучение, как руководителя меня и дальнейшим и волонтеров, в котором мы будем разъяснять и объяснять конкретно нашим волонтерам, что им делать. И дальше в нашей работе мы будем передавать данную информацию жителям республики. Мы будем использовать все возможные площадки, включая места массового скопления, это школы, колледжи там. Время еще есть. Желающие вступить в ряды добровольцев должны обратиться в Комитет по делам молодежи и зарегистрироваться на сайте Добро.ру. Ссылка о здании, ссылка скопируйте, и вы в волонтер, руководитель бара, ссылка что участвуйте и без волонтера. По ссылке очевидно, есть страничка WhatsApp, страничка это что указываю высвечиваться до подать заявку, подать заявку, лахтаться. На очереди у людей, прошедших отбор, онлайн-обучение и очный инструктаж. Участие в переписи добровольное, но организаторы все же просят найти несколько минут, чтобы ответить на простые вопросы. Всего их 33. От пола, возраста и состава семьи до знания иностранных языков. Основной целью проведения переписи это является получение информации о тех изменениях, которые произошли за последние десятилетия и по демографической ситуации, по национальному составу, по уровню образования, по изменению инфраструктуры. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Принять участие в ней можно несколькими способами. Дождаться переписчика, заполнить переписной лист на госуслугах или пойти на стационарный участок. О первых результатах переписи обещают рассказать уже в январе 2022 года. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.